Андрей, цепив зубы, жал на педаль газа своей 20-тонной фуры. «Только бы он был жив, только бы успеть!» – непроизвольно шептали губы мужчины. Впереди тонкая полоска неба посветлела. Скоро рассвет, а значит, он уже 12 часов за рулем. Всего 12 часов назад он еще был счастливым человеком. Думал о том, как после рейса сделает Ларе предложение, и у его 5-летнего сынишки Сережки наконец-то появится мама, а у него полноценная семья. Километры дороги быстро и монотонно проносились под колесами машины. На Андрея нахлынули воспоминания. Он никогда не знал своих родителей и вырос в детдоме. В память навсегда врезались те дни, когда на огороженной высоким забором территории появлялись посторонние. Обычно это были взявшиеся за руки мужчина и женщина, которые стояли в сторонке и наблюдали за играющими детьми. И хотя им, воспитанникам детского дома, никогда ничего не говорили, но все дети знали, что, возможно, эта пара в скором времени станет чьим-то папой и мамой. Каждый из них в душе украдкой мечтал, что выберут именно его. Андрей тоже мечтал, но его так и не выбрали. Когда ему исполнилось 10 лет, он перестал мечтать о родителях, потому что знал, таких больших детей уже никто не забирает. Теперь у Андрея не было мечты, и жизнь сразу же стала скучной и однообразной. Эта белокурая хрупкая девочка в голубом платье с такими же огромными голубыми бантами на голове появилась в детдоме в самом начале лета. Андрей еще никогда не видел таких красивых девочек. Все детдомовские были одеты практически одинаково. Новенькую звали Аленка. Ей было 6 лет. Ее родители погибли в автокатастрофе, а родственники не захотели брать опеку над девочкой. Тогда, 20 лет назад, Андрей на правах старожила сразу же взял над Аленкой шефство, защищая от нападок шустрых детдомовцев. Девочка рассказывала ему о своей жизни там, за забором детдома, о родителях, о речке и еще об очень многих вещах, что присутствует в повседневной жизни ребенка в семье. А когда по голубому летнему небу проплывали белые облака, Аленка поднимала голову вверх и долго, пристально что-то высматривала. «Сколько можно смотреть на облака?» – недоумевал Андрей. «Ты ничего не понимаешь», – тихо отвечала девочка. «Там моя мама». «Твоя мама умерла», – сухо замечал Андрей. «Нет», – еще тише продолжала девочка. «Она просто переселилась жить на небо. Она вон там за облаками, смотрит на меня. Однажды она обязательно придет ко мне и заберет к себе. И тогда мы уже всегда будем вместе». «А я? Как же я? Может, ты попросишь свою маму, чтобы она и меня взяла с собой?» – с надеждой спрашивал Андрей. «Конечно, попрошу». «И ты думаешь, она возьмет меня?» «Обязательно возьмет. Знаешь, какая у меня добрая мама», – убедительно отвечала Аленка. А затем они долго сидели и смотрели на плывущие по небу облака. Андрей резко нажал на педаль тормоза, останавливая фуру на обочине дороги. Он не мог больше вести машину. Слезы застилали глаза. Вот Аленка с визгом бросается ему на шею, когда он пришел из армии. Вот они, счастливые, выходят из ЗАГСа, украдкой друг от друга поглядывая на свою правую руку. Их небольшая однокомнатная квартира, положенная государством. Теперь у них, наконец-то, свой дом, о котором они столько лет мечтали вместе. Загадочные светящиеся глаза Аленки, когда он в очередной раз вернулся из рейса, и эта фраза «Ты скоро станешь папой».
Андрей застонал, заскрипел зубами и повернул ключ зажигания. Фура медленно выползла на дорогу и снова понеслась по шоссе. Тревожное ожидание у роддома. «Поздравляю, у вас мальчик!» А на следующее утро мы сделали все, что смогли. Его Аленки не стало. Андрей растил сына сам. Тяжело было. Выручала старенькая соседка тетя Поля, да круглосуточный садик на тот период, когда Андрей был в рейсе. Едва Сережа подрос, то начал спрашивать о своей матери. Тогда Андрей не придумал ничего более подходящего, чем рассказать сыну о небе и облаках, о которых так много в детстве рассказывала Аленка. Может, это было и неправильно с педагогической точки зрения. Зато у мальчика в сознании прочно укоренилось чувство, что мама у него есть, просто она не такая, как у всех остальных детей. Для своих 5 лет Сережа был очень рассудительным и не по-детски серьезным мальчиком. Он знал, что если от папы еще и можно что-нибудь утаить, то от мамы это сделать было никак нельзя. Ведь она там, высоко в небе, прячется за облаками и наблюдает за ним. Сережа старался ее не огорчать. Мальчик всегда думал, что если мама увидит, какой он хороший сын, то однажды непременно спустится к нему с небес. Когда это произойдет, он крепко возьмет маму за руку и уже никогда от себя не отпустит. Сереже очень не нравилось, что в их с папой жизни вдруг появилась тетя Лара. А неделю назад совсем перебралась к ним в дом. Когда был папа, тетя Лара играла с ним, смеялась. Но когда папы не было рядом, она становилась злой и не обращала на мальчика никакого внимания. Сережа хотел рассказать обо всем папе, но не успел. Папа ушел в рейс. К тому же он не отвел его в садик, как обычно, а, улыбаясь, сказал, что теперь о нем позаботится тетя Лара. Тетя Лара сначала не хотела оставаться с мальчиком, но папа сказал, что нужно же когда-нибудь привыкать. Она улыбнулась и согласилась. Ночью Сережа проснулся от того, что у него очень болел живот. Мальчик попытался разбудить тетю Лару, но она ответила, чтобы он потерпел до утра. Сережа мужественно терпел, а боль то нарастала, то утихала. Под утро измученный мальчик уснул. Лара открыла глаза и сладко потянулась всем телом. Наконец-то она добилась своего. Она сейчас здесь, в этой отдельной квартире, а не в комнате общежития с 2 соседками. Долго же ей пришлось обхаживать этого высокого, с виду простоватого парня. Правда, замуж Андрей ее пока не зовет, но ничего, это вопрос времени. Лицо Лары растянулось в улыбке. Пока все складывалось хорошо. Вот только этот мальчишка, сын Андрея, он так не вписывался в Ларины планы, совсем не вписывался. Но ничего, когда она станет законной женой, все это можно будет исправить. Лара не сомневалась, что сможет уговорить Андрея отдать мальчика в круглосуточный садик, а если повезет, то и в интернат. Сегодня была суббота, впереди 2 выходных дня, и надо же было Андрею такое придумать перед рейсом, оставить мальчишку с ней. Часы показывали 8. Лара встала и бросила на кровать мальчика недовольный взгляд. Спит. Хотел мне ночью концерт устроить со своим животом. Распустил его Андрей, но ничего, у меня не покапризничает. Злорадно подумала женщина и отправилась в ванную комнату. Да, своя ванна – это тебе не общий душ в общаге.
думала Лара, погружаясь в воздушную белую пену. Через час одетая и накрашенная Лара с досадой смотрела на Сережу. Сколько он будет еще спать? Ладно, хлопья с молоком на столе, встанет, поест, не маленький, подумала женщина и решительно хлопнула входной дверью. Едва Сережа проснулся, живот схватило с новой силой. Боль была настолько нестерпимая, что мальчик вскрикнул и со слезами начал звать тетю Лару. Но ее нигде не было. А боль все нарастала и нарастала, пока не вспыхнула огнем. Последним, что помнил Сережа, был его собственный крик. Затем мальчик потерял сознание. Полина Викторовна, что жила через стенку, с тревогой прислушивалась к звукам в соседской квартире. Все эти годы старая одинокая женщина помогала Андрею растить малыша и любила Сережу как своего внука. «Да что ж там происходит?» – не выдержала Полина Викторовна и позвонила в дверь. Никто не открыл. Женщина еще некоторое время потопталась у двери, а затем решительно взяла запасной ключ, что Андрей ей оставил на всякий случай, и вошла в квартиру. Сережа лежал тут же, в небольшом коридорчике на полу. Полина Викторовна вызвала скорую помощь, а когда мальчика увезли, позвонила Андрею. Сегодня в детском хирургическом отделении городской больницы, как обычно по выходным, дежурила медсестра Варя. Она всегда брала дежурство на выходные, потому что ни мужа, ни детей у нее не было, в отличие от остального медперсонала. Варе шел 31 год. У нее была стройная фигура и миловидное лицо. Вот только одна нога от рождения была чуть короче другой, и молодая женщина ходила прихрамывая. Варя уже давно смирилась с тем, что никогда не выйдет замуж, и все тепло своей души дарила маленьким пациентам больницы. Этого мальчика оперировали несколько часов. Острый аппендицит с разрывом. Ребенок чудом остался жив и сейчас лежал в реанимации с кучей трубок. «Как можно так халатно относиться к ребенку?» – не переставала возмущаться Варя сама собой. «Да и что это за родители такие? Мальчик поступил по скорой сам, без сопровождения. Сутки уже прошли, а ни мать, ни отец так и не появились. Одна только бабка все названивает да названивает по телефону, говорит соседка. Ну, объявятся они, я им все выскажу. Пусть меня потом ругает зав. Отделением. Все равно молчать не буду». Легкое подергивание век мальчика разом оборвало поток гневных мыслей в голове Варвары. Она склонилась над ребенком. «Ну же, малыш, давай, открой глазки», – тихо зашептала женщина. «Давай, посмотри на меня». Веки были такими тяжелыми, что Сережа никак не мог их поднять. Вдруг он услышал тихий ласковый голос. Так с ним еще никто не разговаривал. Мальчик медленно с трудом открыл глаза. Сначала он ничего не видел, кроме густого непроницаемого белого тумана. Но вот туман задрожал, потом заколебался и начал рассеиваться. Из тумана медленно проступало красивое женское лицо в белой шапочке. «Мама!» – еле слышно прошептал Сережа. «Наконец-то ты спустилась с неба! Я так долго тебя ждал, всегда ждал!» «Все будет хорошо, малыш, теперь все будет хорошо», – шептала в ответ Варя, глотая слезы. «Ты же не уйдешь больше на небо, правда, не уйдешь? Скажи, мама». «Не уйду». Шатаясь на негнущихся ногах, с осунувшимся от усталости и напряжения лицом, на котором безумным огнем сверкали красные воспаленные глаза, Андрей вошел в детское хирургическое отделение больницы перед самым закрытием. «Где он, мой сын? Он жив?»
Мужчина крепко схватил за плечи дежурную медсестру. Все гневные слова, что вынашивала Варя в своей голове еще минуту назад, вдруг куда-то исчезли. Даже ей, сталкивающейся с человеческим горем постоянно, не доводилось видеть таких страшных глаз. В них были боль, гнев, страх, отчаяние и надежда одновременно. «Он жив», — ответила Варя, после чего мужские руки еще сильнее сдавили ее плечи. Операция прошла успешно, мальчик пришел в себя. Сейчас он спит, с ним все будет хорошо. Потому что казалось, что сейчас эти руки просто раздробят ее плечевые суставы. В следующее мгновение Андрей сгреб медсестру в охапку и разрыдался. «Спасибо, спасибо вам!» – неустанно повторяли его губы. Они долго сидели в сестринской комнате. Андрей все говорил и говорил о своем сыне, как будто от того, сколько он скажет слов, зависела жизнь мальчика. Только ближе к ночи Варе наконец-то удалось уговорить мужчину отправиться домой, чтобы вымыться и переодеться, пригрозив недовольством врача. Придя домой, Андрей первым делом достал из шкафа пустой чемодан, открыл его и молча бросил Ларе под ноги, затем развернулся и ушел в ванную комнату. Лара все поняла, собрала вещи и ушла. Сережа быстро поправлялся, и его перевели из реанимации в палату. Теперь Андрей мог целый день быть рядом с сыном. Его Сережка оживал на глазах. Единственное, что беспокоило Андрея, это бесконечный рассказ сына о маме, которая якобы спустилась с неба и сказала, что теперь уже никуда не уйдет. Сколько он не пытался убедить Сережу, что это был всего лишь сон, мальчик твердо стоял на своем. Сегодня была Варина смена. Она тихо зашла в палату, где лежал Сережа, чтобы сделать мальчику укол. «Папа, смотри!» — вдруг раздался радостный крик у ребенка. «Вот же она! Вот моя мама! Я же говорил тебе! Она пришла с неба ко мне навсегда! А ты мне не верил!» Варя стояла вся красная, как рак, не зная, что ей теперь делать. Андрей внимательно смотрел на нее своими карими глазами, и было в них что-то такое, что заставляло краснеть женщину все больше и больше. «Папа, ну ты что, не узнал маму?» Снова раздался взволнованный голос мальчика. Андрей оторвал глаза от медсестры и сказал: «Узнал, конечно, узнал, сынок. Ты, главное, не волнуйся». После полудня, когда Сережа уснул, Андрей подошел к Варваре на пост, и они долго разговаривали. Он рассказал ей всю свою жизнь и просил сохранить для мальчика иллюзию хоть на какое-то время. И Варя согласилась. Ей нравился этот мальчик, и его папа тоже. «Пусть хоть немного, всего пару недель, — думала женщина, — я буду чувствовать себя любимой и единственной для этого мальчика». Что будет потом, Варя думать не хотела, как не хотел думать и Андрей. А спустя 2 недели, когда Сережу выписывали из больницы, им не пришлось думать. За это время их показательные дружеские отношения начали уверенно перерастать в нечто большее, чем дружба. Прошло полгода. По зеленой луговой траве, что густо росла на берегу реки, бежал Сережа, радостно выкрикивая: «Не догонишь, не догонишь!» За ним, прихрамывая и весело смеясь, пыталась бежать Варя. Вот она все же поймала сорванца и подняла на руки, прижимая к себе. А еще через несколько секунд их обоих схватил в охапку и повалил на землю Андрей. Сережа восторженно визжал, помогая маме побороть папу. И было совсем не важно, что мальчик всегда специально бежал не в полную силу для того,
чтобы прихрамывающая мама могла его догнать. Главное, что она была теперь всегда рядом с ним. Его мама.